Сегодня в этом видео мы окунемся в мир увлекательных, атмосферных и просто интересных игр для твоего телефона или планшета. И всем привет, братюни, сестрюни, меня зовут как всегда Лайк. И как обычно, ставь лайк, если любишь мобильные игры. Посмотрим, сколько нас. И комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чайку. Ну а перед началом ролика. У друга есть для тебя новости. Недавно я начал играть в OneState. Меня удивило, что каждому игроку дают бесплатный бизнес для прокачки с гигантским количеством возможностей для заработка. В самой игре я встретил много игроков, ведь игра полностью состоит только из живых людей. Кто-то играет за полицейского, кто-то за военного. Видел даже тех, кто создает свою банду и держит город в страхе. С кем-то я даже подружился и поспорил, у кого круче тюнинг. Самое крутое, что все это на настоящей карте Америки с удивительной оптимизацией и крутой графикой. И я думаю, что это новый уровень мобильных онлайн-игр. Буду ждать тебя в OneState. Обязательно скачивай по ссылке в описании и вводи мой промокод на 10 тысяч игровой валюты. Это поистине захватывающая игра, погружающая в мрачный постапокалиптический мир, где выживание в подземном бункере становится единственным смыслом существования. Ваша задача – принимать сложные решения, исследовать затерянные уголки, собирать ценные ресурсы и противостоять опасным врагам. Каждое ваше действие будет иметь значительные последствия в будущем. В конечном счете, это игра, которая способна захватить вас головой и не отпускать до самого финала. Если вы являетесь поклонником таких вот приключений, то эта игра непременно придется вам по душе. Ведь она заставит вас пережить незабываемые моменты в этом опасном, но в то же время завораживающем мире. Передай привет 6-му Б-классу. Мы все тебя смотрим. Привет, 6-й Б-класс, и спасибо, что смотрите. Это интересный симулятор тяжелой техники, который позволяет погрузиться в мир строительства и транспортировки грузов. Вот этот парень точно связан с трансформерами, не? Графика в игре выглядит довольно неплохо. Каждая машина и деталь окружения проработаны. Эффекты и звуковое сопровождение также создают атмосферу. Одним из главных достоинств игры является физика поведения техники, которая удивительно точно воссоздает реальные условия работы тяжелых машин. Это делает игровой процесс интересным, создающим ощущение, что вы управляете могучими титанами, способными справиться с любым вызовом. Сложные уровни, яркая графика и реалистичная физика делают этот симулятор обязательным выбором для всех любителей жанра. Братишка, пожалуйста, не проматывай. Попрошу тебя об одной вещи. Это подписаться на мой телеграм-канал. И там мы будем с тобой всегда на связи, если что-то случится с ютубом. А ссылку ты найдешь в описании к видео. Ну а мы с тобой двигаемся к следующей игре. Очень крутая игра, и на первый взгляд она кажется простой, но на самом деле предлагает глубокий и сложный мир. Основной сюжет игры заключается в том, что вы играете роль начальника полиции, принимаете решения о найме сотрудников, расследуете преступления и решаете разные проблемы в городе. Но будьте осторожны, ваши решения могут повлиять на развитие событий в игре. И конечно же, я не могу обойти стороной юмор игры. Диалоги персонажей и некоторые ситуации просто заставляют улыбнуться. Это настоящая жемчужина для всех любителей стратегий и детективных игр. А инструкции по тому, как окунуться в этот мир полицейского детектива, найдете у меня в телеграм-канале, а ссылочка будет, как всегда, в описании. Интересный зомби-шутер от первого лица, который снова отправит нас в постапокалиптический мир, охваченный зомби-эпидемией. Вам предстоит выжить в бесконечной битве с ордами мертвецов, используя разное оружие и разные тактические умения. Тут широкий выбор оружия, которое можно развивать по мере прохождения игры. Разнообразие заданий и уровни сложности делает игру даже отчасти хардкорной. В целом прикольно, поэтому советую поиграть. В этой игре вы окажетесь в мистическом мире, где все не тем, чем кажется на первый взгляд. С самого начала игры вы понимаете, что здесь ничего необычного, но по мере прохождения вы сталкиваетесь с разными головоломками и загадками, которые заставляют вас думать нестандартно и частенько на логику. Графика в игре выполнена в приятном на глаз стиле, а музыка и звуковое сопровождение подчеркивают атмосферу загадочности и таинственности. Особенно привлекательной делает эту игру ее оригинальность.
реальность. Она буквально не похожа на другие игры, в которые вы играли. И если вы любите головоломки и нестандартный подход к разгадыванию задач, то эта игра точно для вас. А пятерка в Play Market говорит сама за себя. Это Lego Fortnite, в котором можно поиграть на наших телефонах и планшетах. Исследуйте огромные открытые миры, где сочетается магия и строительство. Собирайте еду и ресурсы, создавайте предметы, стройте убежища и сражайтесь с врагами в одиночку. Или объединяйтесь с друзьями. Проявите творческий подход к созданию и настройке своей идеальной домашней базы. Исследуйте элементы Lego, собранные в окружающем вас мире. А затем можно даже нанимать жителей деревни, чтобы они собирали материалы и помогали пережить ночь. А также отправляйтесь в глубокие пещеры в поисках редких и скрытых мест, но и больших боссов, которых придется атаковать. А победить их будет не так-то просто. И все это очень круто, поэтому советую поиграть. А инструкция, как поиграть, будет у меня в телеграм-канале, а ссылочку ты найдешь, как всегда, в описании. Пора бы нам вспомнить классику. Эта игра, созданная по мотивам популярного сериала, и обещает погрузить нас в захватывающий мир, опять-таки зомби-апокалипсиса. Одной из явных причин поиграть в нее является то, что тут шикарнейший сюжет, который заставляет принимать сложные решения и нередко сталкивается с моральным выбором. Сюжет развивается в зависимости от выбранного, что придает игре уникальность и переиграбельность. А графика и звуковое сопровождение также заслуживают отдельного внимания. Она позволяет погрузиться в мрачную атмосферу этого страшного мира. Несмотря на некоторые недочеты по управлению и оптимизации, игра The Walking Dead до сих пор является отличной и подойдет всем любителям приключений и фанатам сериала «Проходящий». Поэтому настоятельно, кто еще не проходил, очень советую поиграть. Мы начнем с ночевки в домике под звездами и превратим остров в огромный город с фермами и предприятиями и достопримечательностями. В конце концов, вы привлечете гостей, которые, возможно, решат остаться и тоже поселиться здесь. Она очень похожа на Stardew Valley, только в 3D. А чем счастливее будут ваши горожане, тем больше вероятность, что они осядут, привезут свои семьи и откроют магазины с уникальными товарами. В целом выглядит и играется круто. Тут даже русский язык подвезли. Как по мне, очень неплохо. Затягивающий хоррор, в котором первоочередная задача главного героя – это выбраться из убежища маньяка. Здесь не пройти просто так, ну разве что вы ужасный Человек-паук, но это уже в другой игре. А вот где начинается самое интересное. Это использование всего, что попадется под руку, чтобы выбраться на свободу. Применяйте противогаз, а ножовка будет вашим верным другом в борьбе с металлическими заграждениями. И помните, вас не спасет только бежать и кричать. Тут важен ум и смекалка. Иногда отвлечение врага. А лучшая тактика – найдите что-нибудь интересное и метните, чтобы маньяк оторвал свой взгляд от вас. Так что готовьтесь к интересному приключению, где каждый поворот может стать последним, а каждый предмет – ключом к свободе. Поэтому удачи! Перед нами серьезная цель – это сбежать из самых суровых тюрем планеты. Создайте своего персонажа, придумав ему внешность и настроив другие характеристики, а затем отправляйтесь в интересный и очень опасный мир. Вам придется выживать суровой жизнью заключенного, соблюдать местный режим, вовремя являться на перекличке, работать и параллельно продумывать план побега. Вы можете осуществить коварную задумку в одиночку, ну либо же с друзьями, играя по локалке. Вместе вы сможете придумать более интересные планы, а развитие событий в игре будет полностью зависеть от того, с кем общается персонаж, какие поступки он совершает и как вообще ведет себя. Способов для побега очень много, но каждый потребует определенных навыков и умений прокачки персонажа. Но это у нас, как обычно, бонусная игра, где ты уже сейчас можешь записаться на пререгистрацию, и когда она выйдет, поиграть в нее самым первым. Королевская битва, над которой работает Tencent. Изначально ее создавали как отдельную китайскую версию Apex Legends. И, кстати, она уже доступна на Apple девайсы. Ссылку ты найдешь в описании. Выглядит и играется интересно. И на Android, как и обычно, ждем. Ну а меня звали, как всегда, Лайт. Ставь лайк, подписывайся на канал, подписывайся на мой телеграм-канал, чтобы чуть что не потеряться. А также смотри вот эти крутые топы. И всем пока-пока.